Мне Казахстан безумно понравилось. И через несколько лет я поняла, что я это должна написать, чтобы это показать своим соотечественникам, из которых мало кто представляет, что такое Казахстан. Писала книгу, и после книги я поняла, что я должна это не только, я должна это показать на деле. И поэтому начинала придумывать туры. Есть один очень стабильный тур, который каждый год я провожу. Это так называемый весенний тур по Казахстану, когда цветут тюльпаны и маки, когда еще не жарко. Это майский тур по всему Южному Казахстану, по местам, где много-много разных диких тюльпанов цветет. Туркестан, Шымкент, Алматы, естественно. То есть все всемирные культурные наследия ЮНЕСКО, это и Танбалы, и Туркестан, и много-много природы. Я считаю вообще, что это самое главное в Казахстане, что страна очень большая, она не густонаселенная, очень много нетронутых мест. Это по-английски говорят, это unique selling position, то есть это то уникальное, которое есть в каждой стране, которое желательно сохранить, то есть нетронутая природа. Наконец-то мы уже сейчас понимаем, что имея такое природное богатство, тот потенциал, ее надо не то что сохранить, а использовать в туристических целях, из нее извлекать прибыль с умом, делать такие услуги, не нарушая целостность природы. Наоборот, это те моменты, которые, и даже тех ученых, которые до нас открывали это ущелье, носили, как нидерландские ученые Грей и Кауфман, они открыли 5 видов тюльпана, ущелье Берекаре, это 2 вида их именами, в честь их тюльпан Грей и Кауфмана. Они, здесь эти голландские ученые были названы. Они, изучали эту флору, фауну, они действительно наткнулись на то, что в Джамбульской области, на юго-востоке этой страны, Средней Азии, действительно множество тюльпанов. У нас, например, 29 видов тюльпанов насчитывается.